Марату Кнухову 31. Год назад он переехал в Сухум вместе с семьей, с супругой и 2 детьми. Дети пошли в школу, родители вышли на работу. Процесс репатриации для семьи Кнуховых проходил максимально комфортно. Возможно, дело в том, что до Сухума семья жила в Ессентуках. Уезжать пришлось не сильно далеко, да и языковая среда не сильно изменилась. Марат намечал план переезда в Абхазию аж с 14 лет. Именно тогда он с мамой впервые побывал здесь. До 14 лет, до приезда сюда, я вообще не знал, что такое Абхазия. Наверное, как и большинство абазин, которые живут на Северном Кавказе в этом возрасте. Это благо сейчас есть интернет, уже люди легко могут услышать, увидеть Абхазию. А в то время это было невозможно. И когда я сюда приехал, получается, на границе уже увидел флаг. Говорю, это ж флаг наш, говорю. Посмотрите. Зашел в маршрутку, смотрю, на нашем языке разговариваю. Говорю, мама, куда мы попали? Это что, абазинская земля? Ну, она начала объяснять. Потом расселились мы уже, получается, в квартире. И там был один взрослый мужчина. Он был такой патриотичный абазин. И вот так совпало, что он все вечера мне рассказывал про Абхазию, про государство, про наш народ. И тем самым еще больше этот огонь во мне зажег. И идея вот с того момента у меня прям загорелся этой идеей. Каждый год Марат приезжал в Абхазию, путешествовал по стране, много где бывал и знакомился с людьми. У него сложилось определенное мнение о стране. При переезде сюда все оказалось совершенно иначе, нежели ты видишь глазами туриста. У меня план был, и он, в принципе, сработал. У меня, благо, была женщина, родственница, которая мне помогла при переезде сюда. То бишь, мне легче было найти жилье. И потом репатриацию обратился я, комитет репатриации во главе Вадима Николаевича Харазия оказал огромную поддержку и помог и с детьми определиться, и в школу их отправить, и на родной язык отправить. Кроме того, я пошел на родной язык. И вот эта общая помощь, поддержка со стороны родственников, семьи и вот самой Абхазии, да, она очень оказала сильное влияние. Аренду квартиры семье Марата оплачивает Госкомитет по репатриации. Супруга нашла работу даже раньше, чем глава семьи. Она работает в одном из городских кафе. Марат же устроился менеджером в Модатекс. Сейчас я работаю в Модатексе. Наш директор – это Бату Ардзинба, очень благородный человек, отзывчивый. Мы его там всем коллективом любим. Моя прямая начальница – это вот Махария Ламара, многоуважаемая женщина, которая тоже оказывала большую поддержку при моем становлении на ноги, так скажем. Я вообще как менеджер, продавец, консультант. Подбираем одежду, ткани, обивочные материалы. Там много у нас разных материалов. Марат говорит, что менталитет абазин, живущих на Северном Кавказе, и абхазов, безусловно, отличается. Правда, здесь, считает молодой человек, есть и плюсы. Мы все на себе ощущаем влияние других народов, и мы отличаемся. В этом наша красота, и это надо воспринимать легче. И что я хочу сказать, вот некоторые, приезжая в Абхазию, они могут увидеть, да, местное население, сказать, нет, они нам не подходят по менталитету, там, поведение отличается, там, они очень там вспыльчивы в чем-то и так далее. Но к этому надо проще относиться и воспринимать часть своего народа такая, какая она есть. И так, в общем, вот на Северном Кавказе, здесь, в Абхазии, жизнь, она похожа, что-то отличается там, что-то легче там делать, да, на Северном Кавказе, что-то легче здесь. Это, наверное, так везде. Не бывает такого, чтобы мы приехали в другое государство, и все было нам легко,
все легко давалось. Идею репатриации Марат поддерживает, но только с одной оговоркой. Он считает, что приезжать в Абхазию, оставляя исторические земли Северного Кавказа, не стоит. Я веду подобную рубрику у себя, да, в соцсетях, «Дневник репатрианта» называется. Вот на мой взгляд, на мое видение, я бы хотел, чтобы все вот наши абазы, представители из Иордании, из Сирии, из Турции, они потихоньку вот возвращались сюда, и что по итогу они все были на своей исторической земле, и это будет способствовать сохранению нашего языка, культуры. Касаемо своей же родины, второй Абазашты, то я не хочу, чтобы все абазины сюда переселялись. Я это всем говорю открыто, потому что это земли наши, мы по обе стороны хребта жили сколько веков. Там наши обжитые земли, там наши могилы наших предков. Мы не должны все бросить. Я хочу, чтобы наша земля там, она тоже процветала, чтобы народ там жил. В 2018 году Марат в очередной раз что-то искал в интернете, связанное с обычаями и традициями абазин. Поиск не давал успехов. И тогда молодому человеку пришла в голову идея самому стать источником информации. Так появился блог «Абаза-Информ» в Инстаграме. И я тоже загорелся идеей, что все-таки надо создать такой аккаунт. И все сложилось, в принципе. Начали люди подписываться, смотреть, читать. Потом разные идеи приходили в голову. Потом это все вышло уже за пределы интернета. Мы уже начали мероприятия организовывать там на Северном Кавказе. Вот одно из мероприятий мы очень сильно организовали с моим другом Муратом Коготовым, где присутствовали и профессионалы жюри, и певцы из нашей абазинской эстрады, на знание традиций, обычаев, языка, где рассказывали о Абазаште, о Абхазии, о наших корнях. И вот такие, как бы вам сказать, действия, они до сих пор горят и постоянно приходят новые идеи. Хотим и здесь, в Абхазии, с той же самой репатриацией сейчас. Один из проектов у меня есть в голове, хочу им предложить, подобное тому, что было у нас на Северном Кавказе. В душе репатрианта все равно есть две родины, считает Марат, особенно если он из Абазашты. Сегодня молодой человек считает своим домом Сухум. И самое ценное, что именно так считают две его маленькие дочки. Им вообще здесь очень нравится. Им одной 8 лет, другой 7. Они себя комфортно здесь ощущают, но на родину их тоже тянет. Вот они хотят, когда поедем там на Северный Кавказ, в Ессентуки, к бабушке. Вот, и это то, о чем я вот говорил ранее, что переезжая сюда, мы именно абазины, мы чуть отличаемся от тех же иорданских абазов, да? Мы постоянно не можем быть на одном месте, мы постоянно должны и в Абазаште быть, и в Абхазии быть. Это, как один из поэтов писал, я имею две родины, то бишь Абазашту и Апсны. И вот мое сердце постоянно разрывается, и там быть хочется, и здесь. Вот это даже вот у моих детей, у меня, у других, вот оно имеет место. Это была история репатрианта Марата Кнухова. В 30 лет молодой человек вернулся на родину и, возможно, стал примером для кого-то, кто еще думает, стоит ли ехать домой. Элеонора Гилаян, Торник Амичба, Абаза ТВ.